Здравствуйте, в эфире НТС новости, в студии Манас Ачгитов. Очередное дерзкое убийство таксиста произошло в Бишкеке. В ночь на 1 августа на трассе из Бишкека в аэропорт Манас дорожный патруль остановил машину, в которой нашли маску, перчатки и окровавленный нож. Вскоре водитель и пассажир признались, что этой машиной они завладели, убив частного извозчика, нанеся ему 19 ножевых ранений. Тело погибшего разбойники бросили в реку в ущелье Койтаж. Милиционеры нашли тело. Выяснилось, что убитый раньше работал в милиции оперуполномоченным уголовного розыска УВД Первомайского района Бишкека. Задержанные водворены в изолятор. Одному из них 23 года, второму 29. МВД подвело итоги работы за первое полугодие. И, судя по решениям, принятым сегодня на коллегии, результаты неудовлетворительные. По сравнению с показателями прошлого года в стране произошло больше преступлений. Зарегистрировано почти 13 тысяч. За первые полгода 2016-го их было чуть больше 12,5 тысяч. Глава МВД, как сообщается, раскритиковал слабую работу своих подчиненных в деле профилактики правонарушений. По итогам коллегии принято решение дисциплинарно наказать глав некоторых региональных УВД. В частности, выговоры получили руководители ГУВД Бишкека и Чуйской области, начальники и их заместители Ошской городской и областной милиции, руководители ГУВД Джалабадской и Баткенской областей. В Бишкеке подходит к концу судебный процесс по делу так называемой группы Бекболота Талгарбекова. В Первомайском суде столицы слушания проходят в закрытом режиме. Гособвинение просит для Талгарбекова 18 лет тюрьмы. А остальным подсудимым – Турыбаю Колубаеву, Александру Гусеву, Тойгонбеку Калматову и Марату Султанову – дать сроки по 16 лет. Все они обвиняются в попытке насильственного захвата власти, были задержаны в прошлом году после того, как в сети были опубликованы записи разговоров, участники которых планировали организовать государственный переворот. Отметим, в апреле по аналогичному обвинению были осуждены Эрнест Карыбеков на 20 лет, на 12 лет тюрьмы Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов и 4 года условно получил Дастан Сарыгулов. Бизнес-сообщество предлагает отказаться от уголовной ответственности за экономические преступления. Речь идет не о коррупции, а о тех правонарушениях, которые совершаются исключительно в экономическом поле, например, сокрытие налогов. Такие меры, считают авторы идей, помогут защитить предпринимателей от давления со стороны правоохранительных и надзорных органов. В прошлом, как говорят бизнесмены, нередко угрожая арестами, у них отбирались выгодные дела. В Совбезе предложение предпринимателей поддерживают, однако для введения этих норм еще предстоит разработать механизмы. В противном случае эта норма может привести к безнаказанности. Подробности в нашем следующем сюжете. Вместо тюремного срока огромные штрафы и запрет на право заниматься предпринимательской деятельностью. Такие изменения предлагают внести в Уголовный кодекс представители бизнес-сообщества. Подобный опыт уже успешно применяется за рубежом. Естественно, что речь идет не обо всех экономических преступлениях. Коррупции эти меры, например, не коснутся. Но есть статьи, которые правоохранительные органы используют для давления на бизнес. На практике, увы, часто бывает так, что правоохранительные структуры, которые ведут дело, пытаются развести и уже не в виде взятки, а в виде, скажем, входа в дело, бизнес, в учредителя. Международный, мировой опыт, да и наших соседей, вот там Россия, Казахстан, там есть практика в западных странах, с развитой экономикой, что за экономические преступления наказывают экономически. То есть не отдал миллион бюджет, отдай 5 или там 10 миллионов бюджет. Поверьте, это очень непросто, да. Инициативу бизнес-сообщества поддерживают и в Совете Безопасности. Однако просто разграничить перечень преступлений нельзя. Поэтому сейчас государственные эксперты совместно с предпринимателями вырабатывают механизмы подобных мер. Здесь просто есть очень тонкая грань. Декриминализация экономических преступлений. Это нужно делать. Это в рамках как раз таки тезиса нашего президента по поводу рая для бизнеса, но в то же время мы должны посмотреть и в другую сторону с тем, чтобы мы в итоге не получили, скажем, вал экономических преступлений. То есть чтобы мы не получили абсолютную безнаказанность. Поэтому мы готовы, да, то есть здесь нужна очень хорошая система сдержек и противовесов.
И мы готовы в этом плане работать. Работа в этом направлении требуется действительно серьезная, считают независимые эксперты. С одной стороны, декриминализация приведет к тому, что из тени могут быть выведены значительные средства, которые потом могут поступить в экономику страны. С другой, не менее большие суммы могут уйти в тень. Специалисты говорят, инициаторам нужно проработать и альтернативные варианты решения проблемы. Например, будут устранены причины преступлений. Сложное налоговое администрирование – это причина преступления. То есть, когда у тебя малый бизнес, и тебе нужно нанимать бухгалтера, юриста, чтобы просто платить налоги. Это уже есть причина преступления. Легче не платить налогов, понимаете? Потому что тогда не надо нанимать бухгалтера, и прибыль будет больше. Вот такие системные причины должны устраняться. Да? И если они будут устранены, тогда преступления не будет. Сейчас Совбез разрабатывает основу для нормативно-правовых документов, касающихся декриминализации экономических преступлений. Как только система сдержек и противовесов будет согласована, документ будет направлен в парламент. Окончательное решение об отмене уголовной ответственности за некоторые преступления принимать будет Джугурку Кенеш. Игорь Потанин, Асхат Ибраимов, НТС. Более 420 бюджетных мест в вузах страны остались невостребованными. Как сообщили в Министерстве образования, в этом году недобор абитуриентов на грантовые места преимущественно на физмат, горнодобывающие и промышленные специальности. Причиной в ведомстве называют нежелание поступающих по тем или иным причинам сдавать предметы, тесты по математике и физике. А если прием на бюджетное отделение завершился, то на контрактную форму продолжится до 25 августа. А общие итоги приемной кампании огласят ближе ко второй половине сентября. Стали известны подробности перестрелки в Московском областном суде. Как заявили в Следственном комитете России, подсудимые напали в здание суда на конвойного, будучи в лифте, и завладели оружием. На помощь коллеге пришел другой сопровождающий, вызвавший сотрудников Росгвардии, после чего и началась перестрелка. Инцидент произошел накануне, 3 подследственных были убиты, 1 правоохранитель за формирование конвоя будет привлечен к уголовной ответственности. Преступники из так называемой банды ГТА известны своими жестокими расправами над водителями. Бандиты орудовали по ночам, убивали водителей, а затем забирали их имущество. Танкисты поборются за выход в полуфинал танкового биатлона «Арми-2017», который проходит в эти дни в подмосковном Алабино. В первом индивидуальном заезде экипаж из Кыргызстана под командованием старшего лейтенанта Кутманбека Надырбекова, напомним, финишировал 3-м, уступив российскому и сербскому экипажам. Впереди у наших танкистов еще 2 индивидуальных заезда и шанс войти в группу полуфиналистов. Соревнования, отметим, проводятся в 3 этапа. На всех из них участникам нужно отстреляться по мишеням с места и на ходу и преодолеть различные препятствия. В прошлом году танкисты из Кыргызстана заняли 7-е место. В этом же году в танковом турнире участвует более 150 команд из 28 стран. На этом пока все. Мы следим за развитием событий. Информационную картину дня смотрите в наших вечерних выпусках.